Родился в селении Урмали Ушинского района, Республика Дагестан. Закончил среднюю школу, после этого поступил в Исламский университет. Там изначально она называлась СКИУ, ныне она называется как ДИУ. И, альхамдулилля, посчастливилось приобретать исламские религиозные знания. И по завершению, уже 5 лет отучился, 6-й год тоже, как практику проходил здесь внутри же, в ДИУ. И потом, через некоторое время получилось так, что я стал, то есть назначили меня преподавателем ДИУ. И по ходу своей преподавательской деятельности поступил в ДГИ, Дагестанский гуманитарный институт, на магистратуру. И закончил магистратуру. И после этого мне предложили, рекомендовали поступить в Болгорскую исламскую академию. По рекомендациям я тоже поступил туда. И, альхамдулилля, у нас из Дагестана тот год защитились 4, все, альхамдулилля, защитились тоже. И выбрана была для диссертации докторской работы тема Аль-Мухаммадия. Аль-Мухаммадия называется труд дагестанского ученого, который является комментарием над другим трактатом Мухтасар другого ученого Дагестана Али Кабир Аль-Кумухи. Али, сын Мухаммада Аль-Кабир. Аль-Кабир означает большой, или же старший, или же взрослый. Его так прозвали, чтобы он был известен, то есть что его не путали, или как сказать, что его могли различать от другого жителя того же села, Али, сын Мухаммада. А этого нашего автора назвали Аль-Кабир, чтобы различить между тем другим же его сельчанином. Аль-Кумухи, он является выходцем из села Кумух. В то время Кумух считался как бы исламским центром. Там и была мадраса Ан-Низамия, который Низам аль-Мульк, который организовал в Багдаде и в других уголках халифата были построены такие мадраса, и в частности в Кумухе тоже была такая мадраса. Наши это как мадраса назывались они мадраса, но в наше время хотя термин мадраса, она особо такого статуса не имеет. Тогда мадраса имел значительный уровень. Мадраса значит, где обучаются не только основам религии, там и обучались и высшее образование, религиозное образование получали высшее там, хотя она и называлась как мадраса. Али Кабир Аль-Кумухи умер по лунному календарю 935. Это получается у нас по григорианскому 1528 или 29 год. Относительно это время он и покинул этот мир. Но, к сожалению, в наше время его могила, то есть след его могилы не остался. И над могильный камень тоже его не нашли. Эта часть кладбища, в котором он был похоронен, тоже была разрушена в советское время, последствия чего так и осталась его могила неизвестным. И еще говорится от жители села, передают, что была такая традиция, когда наступала засуха, и люди ходили на его могилу и посредством него просили Всевышнего Аллаха дождь. И Аллах Всевышний отвечал на их мольбу. Такое тоже передается насчет его могилы и насчет самого Али Кабира. Дата рождения, к сожалению, я никак не смог найти его дату рождения, и также его учителей, и его последователей, или же его учеников. И очень мало информации, к большому сожалению. Я хотя
куда бы и кому не обращался, не было такой информации. Вот Назир Дургали у нас тоже дагестанский ученый, очень хороший труд у него есть, Нусхатуль Адхан называется, «Услада умов», и перевод тоже есть у нее, у этой книжки. Там и в основном написано про нашего автора. Как в книге Назир Дургали подчеркивается, он был из Кумоха, но есть версия, что он был и из Самарканда тоже. Есть такая версия тоже. И у него есть другой труд про хадисоведение тоже, Дураруль Аскар. Не только, получается, у него были способности про вероубеждение, исламского права, про тасауф рассказывать, но и про хадисоведение тоже он был искусным ученым. Основная масса, или же вот большинство людей Дагестана приняли уже ислам, вошли в религию ислам, и были необходимости в приобретании исламских религиозных знаний. Но в тот период не было такой большой необходимости, так востребованности, не было к большим энциклопедиям, большим трудам и многим томам. Людям необходимо было только вот азы ислама, основы религии, насчет вероубеждения и вот вопросы, связанные с ритуальными очищениями, с намазом, с постом месяц Рамазана и так далее. И вот какие есть грехи явные, тайные, как нужно от них остерегаться. Об этом всем, об этом и написано было Мухтасар. Вот коротко он и в своей труде Мухтасар в начале же введения пишет автор, что эта книга Мухтасар, она вот избрана из многих книг фикхи, имеется в виду исламского права, по мазхабу, по правовой исламской школе имама Шафия, по мазхабу имама Шафия. Из этих книг собранная, составленная и коротко изложенная книжка Мухтасар. Сама Мухтасар говорит о себе, что это короткая, сокращенная книга. И этот Мухтасар автор разделил ее на 3 части. Первой части, в котором он говорит про вероубеждение. Вот, какое должно быть у мусульманина, у верующего вероубеждение, как нужно верить в Всевышнего, в его ангелов и так далее, все основы имана, все основы веры, он излагает коротко и четко и ясно. Лаконично это все излагает в своем Мухтасаре. Потом, после этого, второй части рассказывает про фикхи, имеется в виду внешние обряды, религиозные обряды. Вот, как правильно совершить религиозные обряды. Начинает он вторую часть с тахарата, имеется в виду ритуального очищения, ритуальной чистоты. Вот, и так далее, как обычно идет расклад в книге фикхи, он тоже вот в своем книге Мухтасар это ставит и пишет. И в конце он коротко говорит про тасауф, то есть про грехи, как нужно остерегаться, и вот заканчивает свой Мухтасар о таубу, раскаянии, о важности раскаяния тоже. Это книга Мухтасар. Мухтасар изначально так и называлась, эта книга Мухтасар, но в дальнейшем, когда вот первая часть, о которой мы говорили о вероубеждении, она получила широкое распространение, она вот сейчас издается, она тоже Мухтасар Кабир. Здесь написано Мухтасар Кабир. То есть, если дословно, буквально переводить, это большой Мухтасар. Большая маленькая книга, как бы, да, вот такой вот перевод получается, если так буквально переводить. А почему такое название, откуда оно произошло? Это произошло от того, что вначале она как бы называлась Мухтасаром, но по истечении времени люди начали интересоваться в первой части этой брошюры, этой книжки, имеется в виду вероубеждением. И много вот, она тоже вот издается тоже вот Мухтасар, здесь она и с переводом на русский язык, и издается вот Мухтасар, и здесь другие 2 книжки тоже добавлены. Вот
у людей появился такой интерес насчет вероубеждения, акида. И над этой частью Мухтасара были сделаны и внутри Дагестана учеными и толкования, и переводы на разные языки. И поэтому вот широкое распространение получила именно вот первая часть, отличие от остальных. И поэтому начали называть вот первую часть Мухтасар ас-Сагир. Или же просто Мухтасар начали называть ее. А та книжка, вот полностью Мухтасар, которая входит в все три части, она вот осталась как бы немножко в тени. Многие особо не интересовались второй и третьей частью. И вот так и произошло, что она вот разделена на Мухтасар ас-Сагир и Мухтасар аль-Кабир. А так, на самом деле, это вот одна книжка Мухтасар. Наша книжка Мухтасар, она получила популярность не только на своей родине, Дагестане, но и в разных других странах, арабских странах тоже, в частности, были сделаны комментарии к этой книге, число которых входит и ученый, ученый и преподаватель Джамия Азхар в Египте Абдулла Шаркави. Абдулла Шаркави сделал комментарий к этой книжке, когда вот к нему принесли, то есть другой ученый Дагестана принес эту книжку Мухтасар к нему и попросили у него сделать комментарий к этой книжке. И он тоже сделал комментарий к этой книжке Мухтасар. Как мы отметили, вот Мухтасар Сагир, вот, часть вероубеждения, комментарии к этой части были сделаны многими учеными. Были переведены эти комментарии были переведены на русский язык тоже. Вот, в частности, есть такая книжка, вот недавно она вышла, вот, который перевод, комментарий к первой части получается. Ну, есть интерес, есть вот, востребованность этой книжки, конечно. Один из комментаторов нашего Мухтасар аль-Кабир, полностью Мухтасара, является наш дагестанец Мухаммад бин Абдус-Салам Ашировани по прозвищу Лала Дагестани. И вот из-за того, что вот Мухтасар вот слишком короткий, имеется в виду коротко и лаконично написано, у студентов, у тех, кто изучали эту книгу, возникали непосредственно какие-то вопросы, вот, на которых они бы хотели найти соответствующие ответы. И вот замечая вот такую вот необходимость, и написана была вот книга Мухаммадия, то есть комментарий к этому Мухтасару. Мухаммад бин Абдус-Салам и написал вот комментарий под названием Аль-Мухаммадия, в котором он очень даже четко и ясно объясняет те или иные моменты, дополняет какими-то вот вопросами, какие-то вот объяснения дает и раскрывает то, что вот в своем Мухтасаре автор коротко написал, он раскрывает и четко, хорошо объясняет в своем комментарии это все.